как докладчику, так и содокладчику. Слово для содоклада предоставляется профессору-исследователю кафедры экспертизы управления кадастром недвижимости Инженерно-технического института Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амуса Гаврилева Вере Николаевне. Столь важной проблемы. Доложу результаты по нашему плану. Следующий слайд, пожалуйста. Мы занимаемся исследовательским проектом в рамках гранта Российского фонда фундаментальных исследований. Проект называется «Сравнительный анализ источников формирования доходов и проблемы бедности традиционных общин северных регионов и разработка механизмов ее преодоления». Следующий слайд. Задачи проекта представлены на данном слайде. Мы изучаем, собственно, генезис проблемы бедности. В самом деле, бедность – это такое объективное социальное явление, которое присуще любой социальной системе. На всем периоде развития человечества рая на земле нет в настоящее время идеальной социальной системы, кто бы что ни говорил. Бедность есть и в самых развитых странах мира, и, например, в той же Канаде бедность составляет около 14%, например, для штата Манитоба, где живут коренные малочисленные народы. На Аляске, например, бедность это 9%, хотя это богатый штат, они получают конкурентные доходы, там высокие зарплаты и так далее, но тем не менее бедность она присуща любой социальной системе. В соответствии с целями проекта мы провели социологические опросы. Он охватил в 17-19 годах, он охватил 500 сельских домохозяйств в 10 районах Якутии. Это Намский, Курный, Ангинский, Усьмайский, Среднеколымский, Вилюйский, Мирнинский, Нижний Сангаласский, Канадский, Мирнинский районы. Оставьте этот слайд, спасибо. Но мы изучали, безусловно, только сельские домохозяйства. Поэтому данные результаты нашего опроса, они несколько перепушены, городскую бедность мы не изучали. Соответственно, у нас вот такой национальный состав респондентов получился. Это 86% это сяка, коренные малочисленные народы 12%, слушайте, всего 2%. Женщины 70%, мужчины 30%, средний возраст 43,5 года практически, и в основном это люди, стоящие в браке, 65%. Я бы хотела отметить, что распределение респондентов по занятости в целом отвечает той структуре занятости, которая сложилась у нас в сельской местности, в сельских поселениях. У нас в настоящее время в сельских поселениях 80% занят – это занятые в отраслях социальной сферы и в управлении. У нас, в самом деле, несмотря на то, что у нас сельская местность, у нас достаточно много людей, занятых в социальной инфраструктуре. Вот следующий слайд. Немного теории. Вообще в мире существуют общепризнанные стандарты, которые приняты Всемирным банком, Организацией Объединенных Наций для определения бедности. Есть 3 порога. Один это 1,9 доллара США в день у человека, потом 3,2 доллара и 5,5 долларов в день на одного человека в составе домохозяйства. То есть в России, согласно это в международных ценах в неизменных ценах международных на 2011 год. По данным Всемирного банка в России нет бедных по первому и по второму критериям. Есть только бедные, только 2,7% населения России, они соответствуют критерию 5,5 долларов в день. Тут, безусловно, конечно, есть понятие, что у нас все-таки Россия страна северная, более высокие доходы, мы страна вообще со средним уровнем дохода в мире, не бедная страна, поэтому у нас нет такого количества бедных по международным стандартам. Выделяется по абсолютным критериям бедности есть 3 критерия. Это нищие, это уровень жизни ниже физиологического минимума, когда людям не хватает на еду, люди не объедают. Далее идет нужда, это жизнь на грани прожиточного минимума, когда вы можете удовлетворить только базовые физиологические потребности, но простейшие социальные потребности не удовлетворяются. Например, вы не можете купить билет в кино и так далее, подумайте себе что-то. И необеспеченность или умеренная бедность – это удовлетворяются минимальные нужды, но нет достатка.
Кроме того, вот помимо изменения абсолютной бедности, которая у нас происходит в России, потому что мы всегда измеряем бедность относительно прожиточного минимума, а это всегда абсолютное измерение, есть понятие относительной бедности, значит, говоря, идет депривация. Это значит невозможность поддерживать уровень достойного стандарта жизни, в принципе, в данном обществе. Определяется по 3 критериям дохода и имущества, образования и самоопределения. К бедным относится та часть населения, в которой практически отсутствуют все 3 параметра. Ну и, собственно говоря, и в Канаде, и в США вот бедные определяются именно по этому критерию. То есть, значит говоря, когда домохозяйство бедное, это значит, что его эквивалентный душевой доход не превышает 40% или 60% от среднего дохода, рассчитанного для всех семей вот в данной стране. У нас в России в настоящее время такая статистика не ведется, но в настоящее время в России обсуждается показатели цели устойчивого развития, их 244. В настоящее время в России разрабатывается 81 показателей из цели устойчивого развития, которые в том числе описывают бедность. 7 находятся в процессе разработки, то есть собираются ввести Росстат 2019 года. Пока 156 показателей цели устойчивого развития не разрабатываются, в том числе описывающие бедность, но они обсуждаются. То есть в настоящее время программа самоведения у нас будет позволять более точно получать и такие характеристики. Ну и следующий подход к определению бедности – это субъективная бедность, определяется на основе собственных оценок населения материального положения. Ну и, соответственно, люди, как правило, недовольны своим уровнем жизни, и, соответственно, субъективный уровень оценки бедности, он выше официальных оценок. И вот следующий слайд. Ну, как я уже говорила, у нас в России для оценки уровня жизни используется прожиточный минимум. Прожиточный минимум. И этот подход позволяет оценить только абсолютную бедность. На протяжении уже 2003 года, вот как у нас в республике мы вышли на определенное плато в 18-20% от уровня вот, бедных от общей численности населения, вот мы на этом плато находимся. То есть это говорит о том, что у нас все-таки есть определенные энергогенные республики, факторы бедности, которые пока не могут быть преодолены в рамках действующей социальной, бюджетной, финансовой и так далее политики. Как мы видим, более бедные регионы по сравнению с республикой – это только Ивлийская автономная область, Забайкальский край, Тыва, Алтай, Ингушетия, Чечня, Калмыкия, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария. То есть это либо безнадежно-депрессивные регионы Дальнего Востока, или это регионы с более высокой рождаемостью, чем в среднем по Российской Федерации. У нас рождаемость в республике высокая. Следующий слайд. Мы видим, что у нас вообще первое десятилетие 21 века это был золотой период, когда действительно уровень жизни и уровень реальных предполагаемых денежных доходов в России все время рос. Он рос вплоть до 2014 года, то есть были какие-то определенные падения, там, мы видим это на графике, это был, там, скажем, кризис 98-99 года, там, 2009 года. Но вот у нас с 2014 года в целом реально располагаемые денежные доходы в республике, ну тут, правда, данные 2017 года у меня, да, может быть, сейчас немножко есть рост, но вот они падают 5-й год подряд в России в целом. Это, конечно, вызывает определенный, конечно, пессимизм. Когда мы опрашивали население наших сельских жителей, они говорили о том, что вот, да, примерно 48% опрошенных говорили о том, что чувствуют ухудшение уровня жизни последние 5 лет. При этом мы видим, что у нас уровень реальных предполагаемых денежных доходов рос всегда быстрее, чем уровень валового регионального продукта. Следующий слайд. Вот, далее. Что важно, понимать, что у нас вот, в структуре денежных доходов населения происходят определенные структурные сдвиги, и, безусловно, социальные трансферты, социальная помощь из консолидированного бюджета Республики Саха-Якутия, она позволяет выравнивать людям падение доходов, например, от предпринимательской деятельности или от собственности. Ну, тут, конечно, есть вопросы, конечно, к статучету. Когда мы спрашивали
респондентов о том, что нужно сделать для того, чтобы повысить уровень жизни и вообще преодолеть бедность. Мы вот получили следующие ответы. Очень многие люди жалуются о том, что 35% говорят, что заработная плата у населения низкая, нужна 50-70 тысяч рублей для того, чтобы люди себя нормально чувствовали на работника. Необходимо повысить пенсию до прожиточного минимума на несколько тысяч, а не 100 рублей, это вот такие ответы получали. Повысить социальные пособия и выплаты, в том числе на детей. Развивать инфраструктуру, то есть вот эта четверть опрошенных, они говорили о дорогах, интернете, благоустройстве, о необходимости стимулирования развития сельского хозяйства, снижения цен на добычно-смазочные материалы и снизить тарифы на ЖКХ. Ну и, безусловно, где-то примерно пятая часть говорила о том, что необходимо обязательно обеспечить рабочие места, в том числе и пенсионерам надо повысить пенсию, дать работу молодым и так далее. Следующий слайд. Вообще, вот, говоря об эффективности социальной политики, необходимо помнить о том, что есть такое понятие, которое называется социальный трансфер. Все мы, граждане республики, в среднем, вне зависимости от нашего дохода, получаем социальных трансфертов в расчете на душу. Вот, в 2017 году это 96 500 рублей в год. Это образование, здравоохранение, благоустройство и так далее, и так далее. Помимо этого, вообще в целом, если мы сопоставим все расходы на выплату пособий социальной помощи, то, скажем, в 2017 году это было 26 миллиардов 200 миллионов рублей, и примерно 50% из них осуществлялось из консолидированного бюджета Республики Саха-Якутия. Так вот, желтая линия – это график дефицита денежного дохода. То есть понятно, что если бы, например, да, у нас не было бы несколько сот нормативно-правовых актов, которые определяли полномочия различных уровней бюджетной системы по оказанию социальных выплат различным категориям граждан. Это, например, ветераны, инвалиды, в том числе ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, например, там, и так далее. Да? У нас, скажем, например, в республике ветеранов труда это 114 тысяч человек, они все получают доплаты из республиканского бюджета. И так далее, да. Другие категории вообще, ну, они части поглощаются, вообще у нас получается примерно 124 тысячи человек различные выплаты. Не все из них, конечно, являются бедными. Вот. Это и рождает то, что у нас как бы система распределения бюджетных денег на проблему бедности, она не всегда позволяет как бы эту проблему решить. В том числе, вообще в целом, да, получается так, что у нас дефицит денежного дохода бедного населения составляет примерно 5000 рублей в месяц на одного бедного. Это, на самом деле, небольшие деньги, но стоит ли государству тратить эти деньги, это вопрос, конечно, дискуссионный. Следующий слайд. Кто у нас входит в группу бедности? Кто входит в группу бедности? Это, конечно, занятые заработной платой ниже прожиточного минимума. Ну вот, например, это где-то в целом примерно получается от 5 до 7 тысяч человек. Всего Росстатом было обследовано по видам экономической деятельности 274 518 человек. Но следует отметить, что вообще у нас, конечно, занятых в экономике 492 тысячи. То есть вот примерно 200 тысяч, 220 тысяч человек занятых в экономике, они как-то исключены были из этого вопроса. И поэтому вот, когда мы можем говорить о том, что у нас от 5 до 7 тысяч человек с зарплатой ниже прожиточного минимума, вот, мы должны помнить, что где-то есть еще 200 тысяч человек, которые заняты в экономике, это, конечно, могут быть предприниматели, люди, у которых есть пенсия и так далее, но вообще, в принципе, есть какие-то, конечно, определенные риски. Далее, вот здесь же, да, зона риска, как уже говорил Алексей Александрович, под семьи с многодетными или семьи с числом детей более 3, то есть, в принципе, да, это, ну, как минимум 251 351 человек, по моим расчетам, но, безусловно, есть и многодетные семьи состоятельные, вполне себе состоятельные. Да, есть также еще пенсионеры, сколько из них входит, закредитованные домохозяйства и так далее. Следующий слайд. Факторами бедности является высокая рождаемость, как уже говорил тоже Алексей Александрович, тут у нас график.
Когда мы опрашивали сельских жителей, они говорили о том, что идеальное число семей, вот мы их спрашивали, и среднее идеальное число детей в семье, если бы все было хорошо, а они бы ничего не нуждались, было бы 4,8 ребенка на одну семью. А вообще они собираются завести там 4,9. Все равно материальное состояние ограничено. Следующий слайд. Конечно, стоимость фиксированного набора и соотношения доходов. У нас высокая стоимость жизни. Следующий слайд. Кроме того, необходимо отметить то, что у нас, безусловно, ограниченные эффективные рабочие места, высокая заработная плата, и так будет всегда. Это один из водоемных факторов, ничего с этим не делаешь. Следующий слайд. Когда мы опрашивали респондентов об отношении к социальной политике, очень многие не помнят, потому что нереально получают из бюджета. Все мы, так или иначе, все мы, жители республики, получаем дотации за счет субсидий на услуги жилищных. В этом никто нет. Многие считают, что социальная поддержка государства недостаточна. Следующий слайд. И, в принципе, безусловно, все они выделяют наиболее эффективные формы социальной поддержки. Это социальный контракт, это субсидия многодетным на ИЖС, 5 детей 1 миллион рублей. Люди прямо очень сильно это ждут вот эту форму поддержки. Когда ты живешь в сельской местности, у тебя 5 детей, и это вот прямо очень большая форма поддержки. Ну, плюс два материнских капиталов, конечно. Помощь в получении высшего образования – это целевые бюджетные места, об этом говорит каждый практически человек. Северный проезд очень важен. Но, безусловно, федеральный республиканский материнский капитал и субсидии на развитие сельского традиционного хозяйства. Следующий слайд. Ну, вот мы предлагаем провести ревизию, развивать базы данных, развивать социальное предпринимательство, стимулировать деятельность негосударственных организаций в сфере социальной защиты, то есть благотворительные акции, сбору вещей там, и так далее, и так далее. Развитие инструментов мониторинга бедности, то есть временности нахождения в сложной ситуации, эффективности доставки социальной помощи. Может быть, проведение социальных экспериментов по преодолению бедности. Следующий слайд. Это, например, базовый доход для жителей поселений, в которых происходит изъятие земель в рамках проектов нового промышленного освоения. Мы этой темой занимались, но я не буду об этом подробно. Следующий слайд. И еще следующий слайд, на этом я закончу. Я думаю, что в принципе, и вот следующий слайд. И еще следующий слайд. Я думаю, что было бы еще интересно провести социальный эксперимент по продовольственным социальным картам для малообеспеченных семей или общеграждан сельской местности. И, честно говоря, у нас не только, конечно, нуждаются многодетные семьи, скажем, в доставке социальной помощи, но очень большое количество пенсионеров, чье число сейчас увеличивается, да, в связи с повышением пенсионного возраста, особенно занятые операционным хозяйством. Они реально очень бедно живут, и они говорят о том, что у нас слишком смещен фокус на молодые семьи, на многодетные семьи, а бывают люди нищие, пенсионеры, которые не могут заработать, например, там охотники, там, скажем, Усьмая, мне говорят о том, что у них реальные доходы, там, что они там зарабатывают, настреляли они за зиму, за зимний сезон. Вот, собственно говоря, все то, что доходы у них там 20 тысяч рублей. Хватает на еду, на себя. Вот. Ну и спасибо за внимание. Спасибо. Я